Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутия» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре понедельник, 14 февраля. И в это утро с вами мы, Полина Долинская и Руслан Ачиров. Да, действительно, сегодня 14 февраля, День Святого Валентина. Мы расскажем вам об одной истории любви длиной в 50 лет. И, кстати, сегодня узнаем у сотрудников ЗАГСа, сколько пар заключат законный брак именно в этот день, 14 февраля. Онлайн-обучение, вред и польза. Попробуем разобраться в нюансах дистанционки. А в IT-парке начали разработку приложения по изучению якутского языка. Познакомимся с авторами этого социального проекта. Друзья, напоминаем, что мы работаем с вами в прямом эфире. Номер нашего WhatsApp 8 914 273 44 88. Рассказывайте, какие у вас планы в этот праздник. Поздравляете ли вы своих половинок? Также можете поздравить их в прямом эфире нашего телеканала. Ну и вообще рассказывайте, как прошли ваши выходные и как вам второй месяц этого 2022 года. Наша страница в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ. Если по какой-то причине вы не можете нас смотреть в прямом эфире, вы всегда можете посмотреть повторы на нашем YouTube-канале як24.ру. А если вы не можете смотреть нас за завтраком дома, то вы всегда можете использовать приложение НВК «Саха». Но начнем мы с истории любви длиною в полвека. Нерюнгринцы Татьяна и Геннадий Цветковы на днях отметили золотую свадьбу. Цветковы знакомы с детства, жили рядом. Геннадий дружил с братьями Татьяны и не мог не заметить красивую девчушку, которая всегда была где-то рядом. Когда Татьяне исполнилось 18, они поженились. Свадьбу гуляли 3 дня, весело и шумно. Все на улице. Там, короче говоря, и на санях катались, и в ванну садили, катались, и на крыше танцевали, и баню нам провалили, и курей по улице ходили, вот, ну, прямо тут вот, наряженные. И заходят вот во дворах, рубают головы курей. В общем, вот такой большой бак это было. Ну, люди давали, короче, соседи. По старинке. По старинке. Вскоре родилась дочь Наталья, а через 6 лет сын Алексей. В Нерюнгри семья приехала, когда город только строился. Более 30 лет Геннадий проработал в Якутугле, а Татьяна работала в сфере торговли. Сейчас супруги все свое время посвящают друг другу, детям, внукам и домашним заготовкам. Главный по хозяйству Геннадий Алексеевич, супруга в помощниках. У них полная морозилка, зимой всегда такие короба папа сам делал, забиты варениками и пельменями. Они прям любят, они садятся в выходные, мама намесит тесто, папа фарш. И вот это они все постоянно, у них очень вкусно. И сейчас вот приезжали внуки на неделю с Москвы, из Питера на юбилей. Не ел никто ничего, только пельмени, вареники, квашеная капуста, огурцы, помидоры и пицца папина, и хлеб, конечно. 3 внуков – любимчики бабушки и дедушки. Цветковы очень гордятся достижениями старших Владимира и Геннадия и радуются, глядя на маленького Алексея. О секрете семейного счастья говорят просто. Надо уступать друг другу. Самое главное, надо уступать. Вот где-то я вспылила, он отошел в сторону, но я больше, конечно, эмоционально. Так что не будь это самое. Он молча развернулся и ушел. Все, я уже ходила, он не разговаривает. Я ходила, подошла, он делает вид, что ничего не произошло. Также сели, попили чай, все и забыли. Часто Цветковы собираются все вместе дома или на даче, на которой проводят большую часть лета. А через 25 лет супруги планируют отметить бриллиантовую свадьбу еще большим составом семьи. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Если вернуться к дате 14 февраля, Дня влюбленных, то в разных странах его отмечают по-разному. Между прочим, французы, у них принято дарить драгоценности. А вот в Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы. Но есть также страны, которые очень сильно отличились, да, с Днем Святого Валентина. Вот, например, Саудовская Аравия в этой стране праздновать Дня Святого Валентина запрещено. Ну а какие другие даты и события связаны с сегодняшним днем, давайте посмотрим прямо сейчас. На календаре 14 февраля, понедельник. Сегодня отмечают День Святого Валентина или День всех влюбленных. Международный день дарения книг. По народному календарю сегодня Трифон Мышигон.
В этот день крестьяне заклинали мышей, просили их не портить скирды с хлебом. Также в день Трифона незамужние девицы молились о женихе. Февраль традиционно был месяцем свадеб, и это время считалось лучшим для того, чтобы попросить высшие силы о семейном счастье. В этот день смотрели на небо. Если были видны звезды, это означало позднюю весну. Снег в этот день предвещал весенние дожди, а туман – наступление хорошей погоды. Этот день в истории. В 1718 году Петр I лишил своего сына Алексея прав наследника престола. В этот день, в 1918 году, в России введен Григорианский календарь. 14 февраля в 1950 году в Москве подписан Советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Ровно 70 лет назад в этот день открылись 6-е зимние Олимпийские игры в норвежском Осло. 18 лет назад, 14 февраля, в Москве обрушилась кровля развлекательного комплекса «Трансвааль-парк». Неожиданно обрушившийся железобетонный купол здания аквапарка унес жизни 28 человек. 14 февраля 2005 года создан сервис YouTube. Благодаря простоте и удобству использования он стал популярнейшим видеохостингом и 3-м сайтом в мире по количеству посетителей. Причем здесь представлены как профессионально снятые фильмы и клипы, так и любительские видеозаписи. В этот день родились Жан Моро, генерал Первой Французской Республики, соперник Наполеона. Александр Доргомышский, российский композитор. Сергей Капица, советский российский ученый, просветитель и телеведущий. Анна Герман, польская певица и композитор. Сергей Миронов, советский российский государственный и политический деятель. Олеся Владыкина, российская пловчиха, двукратная паралимпийская чемпионка. Именины отмечают Василий, Гаврил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей. Мы продолжаем тему Дня влюбленных. Какие тенденции в институте брака наблюдаются в последнее время и много ли желающих сыграть свадьбу именно в День влюбленных? Мы сейчас узнаем у нашей гости. Это Ирина Андреева, заместитель руководителя отдела управления ЗАГС Республики Саха-Якутия по городу Якутску. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в такую красивую дату, День всех влюбленных, как много пар хотят вступить в законный брак? Ну, как обычно, это День влюбленных, День Святого Валентина. Много молодоженов. Но в этом году это приходится на понедельник. Ну и не так уж много, как обычно, но все равно браки в этот понедельник будут заключаться. Ну и, соответственно, День влюбленных все-таки перетекает в красивую дату 20 февраля. 20.02.2022. Да, на а этой уже неделе. Сколько есть заявок? На 22 февраля у нас по городу Якутску планируется заключить более 40 браков. Все это в один В день. этот день, да. А вообще как-то пандемия сказалась именно на институте брака? Да, особенно это было, наблюдалось, да, заметно было в прошлом году, в 2020 году. Многие молодожены, они все-таки попридержали свои свадьбы до хороших времен. И все-таки думаю, что хорошие времена уже потихоньку настают. И мы уже... Было раньше, когда в самые такие уже ковидные времена было, что мы пускали только двоих, жениха-невесту. Но сейчас можем допустить и родителей, фото и видео, конечно, обязательно. То есть уже немножко идут послабления. И радость от происходящего мероприятия все-таки есть у наших молодоженов. Скажите, вот до пандемийных времен, да, скорее всего, были вот такие какие-то сезонность все-таки есть, да, у свадеб именно в Якутске, например. Пики, когда были, или когда было поменьше свадеб? Ну, конечно, это у нас самый-самый месяц, это август. В августе уже идет, вы все, наверное, уже знаете, потому что многие бывают гостями на свадьбах, уже заранее, за год, за 1,5 года уже битва идет за фото, видео, день, потому что у нас все равно сколько подают, столько мы принимаем, мы не можем никому отказывать. Поэтому бывает, что в день до 35 торжественных, не считая без торжественных, которые тоже проводятся параллельно в этот день, да, заключение брака. Бывает, что до 35 торжественных бывает в августе. Но это в связи с пандемией немножко это ушло на спад, но в этом году думаем, что все будет также уже возвращено на круги своя. А какие необычные, может быть, брачные церемонии вы видели?
Да, такие браки у нас бывают, но, во-первых, да, вы представляете, свадьба – это, во-первых, невеста, жених и кортеж. Кортеж у нас бывает, что приезжают байкеры на мотоциклах, да, прямо в таких рокерских нарядах. Прям невеста даже бывает в черном таком одеянии, очень-очень красиво, конечно. Да, с корсетом такое тоже было. Ну, вот все татуировочки, они, в принципе, вот в таком наряде очень гармонично смотрятся. Так, бывали у нас веллеры на велосипедах тоже приезжали, да, несколько браков таких было заключено так. Приезжают на автобусе нарядном, то есть все гости, прям заезжают перед ЗАГСом, целый автобус наряженный. Тоже для нас даже видел, это необычно. Сам жених, по-моему, был водителем даже автобуса. Возможно. Может быть, это другой случай? Да, невеста вот насчет была кондуктором, водителей. В прошлом году, ну, когда была все-таки пандемия, там впускают несколько, но гости же все равно, летом никто не запрещает их встречать на улице. Поэтому в прошлом году была свадьба на эвакуаторских машинах. 5, вот они все стояли вот друг за дружкой, украшенные. Эвакуаторы, то есть вот эти вот краники, которые забирают машины, да. Было очень необычно, ну и очень радостно. Ну и проблем с парковкой около ЗАГСа, наверное, не было. Если что, можно было лишние машины передвинуть в сторону. Так, еще раз могу рассказать такой курьезный случай, когда вот я дежурила на первом этаже, то есть встречаем мы, да, молодоженов на первом, потом провожаем на второй этаж. Вдруг смотрю в окно, идут парни молодые, у них винтовки в руках. Я так всполошилась, думаю, ну все, что, девочки, что такое, что такое? Смотрите, Невесту пришли воровать. Но они были в таких каких-то исторических костюмах. А так как я сериалы не очень люблю смотреть, девочки вдруг, мои коллеги говорят, ой, это же острые козырьки идут. В общем, да, гостей было очень много, и все были очень, ну так, как сказать-то... Креативно подошли, да? Дисциплинированно все гости оделись, то есть у всех было наличие вот этих вот козырьков, вот эти вот муляжные автоматы, ну не автоматы, как сказать, винтовки, да, они были муляжные, действительно, это не настоящие, так что было очень интересно, нам всем запомнилось, и девушкам, нашим коллегам очень всем понравилось. Скажите, а вот в наше время, да, можно ли онлайн зарегистрировать брак? Онлайн нет. Онлайн можно подать только заявление на заключение брака через портал госуслуг. Сейчас эта услуга стала уже очень, ну, хорошо разработана, да, то есть таких проблем, как в позапрошлых годах, стало меньше сбоев, поэтому все охотно уже подают через портал госуслуг заявление. Мы принимаем, обрабатываем, но на заключение брака нужно, чтобы оба молодожена присутствовали обязательно вместе перед регистратором. Большое спасибо за интересную такую беседу. Мы, конечно, желаем, чтобы большое количество браков было именно счастливых. И благодарим вас за вашу работу и за то, что вы нас в это утро посетили. Ну, а мы прервемся на небольшую паузу и продолжим наш эфир. А прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель Валерия Наумова с последними и актуальными новостями. В эфире новости. Доброе утро. С момента открытия прямого сообщения из Нижнего Бестяха до Владивостока перевезено почти 50 тысяч пассажиров. Это свидетельствует о популярности данного маршрута. Учитывая высокий спрос, в текущем году по маршруту Нижний Бестях-Владивосток периодичность курсирования беспересадочных вагонов увеличена до 10-11 раз в месяц. Все вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами. Имеются розетки для зарядки телефонов. Время в пути займет 2,5 суток. Программу бесплатного переобучения расширили на граждан до 35 лет. Бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям по нацпроекту «Содействие занятости» в 2022 году смогут пройти не только граждане старше 50 лет и женщины с маленькими детьми, но и молодые люди в возрасте до 35 лет включительно. Стать участниками программы смогут несколько категорий молодежи. Среди них это граждане, которые после завершения обучения или службы в армии более 4 месяцев не являются занятыми, работники, находящиеся под угрозой увольнения, и граждане без среднего профессионального или высшего образования. С помощью дополнительно выделенных средств не менее 20 тысяч молодых людей смогут получить более востребованную профессию или доп. Образование.
Свыше 76,5 миллиардов рублей направят в Россию на выплату пособий по листкам нетрудоспособности. Это позволит поддержать сбалансированность бюджета Фонда социального страхования для того, чтобы граждане получали положенные им средства своевременно и в полном объеме. Средства рассчитаны на февраль и первую половину марта 2022 года. Завершается строительство школы в микрорайоне Прометей. Трехэтажное здание общей площадью около 15 тысяч квадратных метров рассчитано на 990 учебных мест. На сегодняшний день готовность объекта составляет 80%. Современная школа состоит из 5 блоков. Это блок для начальных классов, спортивный общий отсек со столовой, административными и учебными кабинетами. В школе установлены большие панорамные окна, 2 спортивных зала. Также отведены холлы для активного отдыха. Сейчас рабочие завершают монтаж системы отопления и вентиляции. Ведется укладка плитки и монтаж водоотведения. Строительство реализуется в рамках национального проекта образования и приурочено к юбилею Якутской ССР. Отмечается, что эта школа будет самой большой в республике. 990 мест – это подразумевается 3 класса комплекта по 30 детей, по 331 комплект получается. И итого у нас планируется в одну смену 990 детей. У нас национальная программа подразумевает строительство объектов с учетом того, что дети будут обучаться в первую смену. Имеются все виды благоустройства, и спортивные площадки, и беговые площадки, и все игровые. В полном комплекте. К новому учебному году дети пойдут в эту новую школу. На сегодняшний день строительная готовность составляет порядка 80%. 500 детей смогут воспользоваться бесплатными путевками в лагеря за пределами Якутии. Так, с этого года на лучших курортах страны бесплатно смогут отдохнуть дети, проживающие на территории регионов, которые входят в состав арктической зоны. На отдых и оздоровление за пределами республики выделены федеральные средства в размере 30 миллионов рублей. Проезд будет оплачиваться с места проживания до места отдыха и обратно. Федеральной поддержкой смогут воспользоваться более 300 детей с 5 по 8 класс. Доброе утро, дорогие телезрители, всем, кто начинает свой день вместе с нами, всем, кто только присоединился. Это программа «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». И мы продолжаем далее. В январе этого года республиканский Минздрав организовал штаб единой горячей линии 122 по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией. Позвонив по этому номеру, можно получить консультацию от медработников, вызвать врача на дом или задать другие вопросы. Ну а наша коллега Полина Долинская побывала в роли диспетчера горячей линии. В связи с непростой эпидобстановкой в нашей республике, республиканский Минздрав организовал единый номер диспетчерской службы 122. Каждый день поступает более 10 тысяч звонков от якутян в день. Сегодня в рамках программы «Испытано на себе» я попробую себя в роли диспетчера единого номера. Но прежде чем мы приступим и начнем отвечать на звонки, мне необходимо пройти инструктаж. В рядах операторов единой горячей линии работают студенты-медики, врачи и просто волонтеры. Инструктаж диспетчеров проходит ежедневно. Перед началом работы каждый новобранец повторяет скрипты, заготовленный сценарий ответов на часто задаваемые вопросы. После этого сотрудники приступают к работе. Для каждого диспетчера оборудована кабинка, предоставлен ноутбук, телефон и наушники. Так как большая часть звонков поступает в утренние часы, в первой смене работают до 50 человек. В ночное время в основном поступают вызовы экстренные. Для контроля качества всех диспетчеров есть определенная таблица. Если мы на нее посмотрим, то на сегодняшнее время у нас сейчас вторая половина дня, то есть вторая группа приступает сейчас именно к смене. С 8 утра уже было принято 918 звонков. 919. 25 диспетчеров сейчас находятся на линии, из них в ожидании звонка 14 человек, разговаривают 9 и на паузе 2 человека. То есть это те люди, которые сейчас прервались на какую-то паузу пообедать. Среднее время ожидания приема звонка – это 6 секунд, а среднее время разговора – 4 минуты 31 секунда. Уже принято 920 звонков, здесь же и показывается статус звонков. То, что отмечено зеленым, это время на обработку звонка допустимое, желтое и зеленое. Если же горит красным, то разговор затягивается.
Каждый звонок фиксируется диспетчером в базе данных, которая постоянно обновляется. Это помогает врачам поликлиник видеть обращения пациентов своего участка и выезжать к ним на дом. В случае, если пациенту необходима консультация, звонок переводят на медицинских работников, которые также находятся в каждой смене штаба. За час работы мне удалось обслужить 2 звонка. В принципе, это очень хороший показатель в плане того, что на сегодняшний момент сейчас в смене работает 42 человека, 30 из них в ожидании звонков и 10 уже разговаривает. Это хороший показатель в плане того, что, во-первых, не так много обращений, а значит, люди чувствуют себя гораздо лучше. Это был мой первый опыт работы на горячей линии. Пока еще сложно оценить, смогла бы я полностью посвятить себя этому, смогла бы я постоянно разговаривать с людьми, у которых те или иные жалобы, особенно касаемо своего здоровья. Но я думаю, это как минимум будет мне полезно. Друзья, в общем, не болейте и будьте здоровы. До чего техника дошла? Ну, вообще техника дошла до того, что каждое нововведение, оно нацелено на то, чтобы сделать нашу жизнь проще. Та же самая линия 122, это горячая линия, сейчас она обкатывается в рабочем режиме по городу Якутску. Круглосуточная горячая линия, куда могут жители, граждане, гости нашей столицы позвонить, проконсультироваться по поводу новой коронавирусной инфекции. И это очень просто. Это прям намного облегчает жизнь. Ну, действительно, пандемия внесла очень большие коррективы в нашей жизни. Вот, например, родители школьников уже не первый год тревожатся из-за последствий дистанционного обучения. Жители республики оставляют жалобы и обращения о растянувшемся дистанционном обучении в госуслугах и соцсетях. Сколько часов в среднем учащийся проводит за онлайн-обучением? Действительно ли это вредно? И как избежать последствий дистанционки, узнавала Марфирина Алексеева. Екатерина Кузьмина, мама пятиклассницы Эвелины, с начала пандемии всерьез озаботилась здоровьем дочери-школьницы. Актированные дни, а теперь еще и продолжительные периоды карантина с переходом в среднее звено дочь стала еще больше времени проводить за монитором. Чтобы снизить нагрузку на зрение и спину, Екатерина приобрела для ребенка ортопедический стул и антибликовые компьютерные очки. Но тревога за здоровье дочери остается, ведь дополнительные занятия тоже перешли в онлайн-формат. Я не согласна с таким обучением, потому что ребенок сидит практически постоянно за телефоном, за ноутбуком, за планшетом. То есть с 9 и до примерно? Ну, до вечера. Потому что потом у нас начинается еще дополнительные занятия, это танцы, и у нас тоже проводится это удаленно. Это вечером с 6:30 до 8:30. Я боюсь за ее зрение, потому что в прошлом году за продолжительного времени дистанционного обучения ребенок сидел постоянно практически. Специалисты подтверждают, урон подрастающему организму наносится и при этом комплексно. Так, ухудшение зрения у детей и подростков напрямую связано с проблемами позвоночника и нарушением осанки. А все это негативно сказывается на кровоснабжении мозга. Могу сказать, что важную роль играет не только вот то, что они сидят все время за компьютером, а еще что они мало находятся на улице, на свежем воздухе. Витаминов не хватает из-за малого подвижного образа жизни. У них не только позвоночник страдает, но и внутренние органы. Санитарные правила и нормы гласят, что учащимся 1 и 2 класса можно проводить за компьютером 1 час в день. В 3-4 классе 80-90 минут. С 5 по 11 классы от 1,5 до 2 часов с регулярными перерывами. Чтобы минимизировать вред организму, врачи советуют в перерывах между занятиями проводить комплекс простых, но эффективных упражнений, который поможет снять неизбежный спазм мышц и наладить кровообращение. Первое упражнение мы начинаем всегда с головы. Делаем наклон вперед, при этом пытаемся подбородком коснуться груди. Для этого вы должны почувствовать натяжение на шее. Делаем такие упражнения 10 раз. Второе упражнение – это поворот в сторону. При этом натяжение также шейных мышц. Тоже не забываем делать вдох-выдох. Впрочем, некоторые специалисты находят в дистанционном обучении и положительные моменты. Это доступность обучения юных жителей удаленных районов и маломобильных учащихся. Однако для правильной организации онлайн-обучения требуется помощь родителей, а также повышение квалификации преподавателей. Педагогам также не стоит забывать, что у школьников есть помимо учебы дополнительные занятия. Напомним, в Якутске уже приступили к подготовке поэтапного перевода школ на очный режим работы с 15
15 февраля. Остальные школы в республике откроются по решению оперштабов на местах. Марфелина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск. Удаленка не планирует отступать, несмотря на прогнозы рекрутеров о возвращении сотрудников с удаленки. Тенденция рынка показывает обратную динамику. Так, по данным сервиса Superjob, удаленные работники есть сегодня в более чем 50% компаний. При этом в 4 из 10 компаний на дому работают более 30% персонала. А в каждой компании уже планируют увеличить число персонала, который находится на удаленке. Если вы работаете дистанционно или собираетесь перейти на такой формат работы, то вам будет полезно наши советы. Дорогие друзья, доброго всем утра, хорошего настроения. Ну а сегодня мы поговорим о работе. Но не просто о дистанционной. Многих перевели на удаленку, кто-то перешел самостоятельно, а кто-то наконец-то получил статус постоянного работника. Итак, с введением федерального закона номер 407 от 8 декабря 2020 года статус удаленного сотрудника получил полноценную реализацию в Трудовом кодексе. Мы, во-первых, получили определение, что такое дистанционная работа, да? Определили, каким образом сотрудник взаимодействует с работодателем. Это через социальные сети, менеджеры, средства видео, голосовой связи и так далее. То есть это все описано, упорядочено. Теперь можно точно знать, каким образом вы предоставляете отчет и результат своей работы. Оплата труда. То есть прямо установлено, что факт удаленной работы никак не должен влиять на оплату труда. То есть если вас перевели на удаленное исполнение обязанностей трудовых, это не значит, что оплата труда должна уменьшиться. Нет, все, продолжаем в том же режиме. Возможно, даже нужно настоять на том, что было дополнительное соглашение, которым оговаривается, что вас, да, с согласия вашего обязательно перевели на дистанционную работу, и что все остальные условия трудового договора остаются неизменными, в том числе ваш оклад. График работы. График работы работодатель и работник определяют самостоятельно, каким образом будут предоставляться отчеты и будет происходить взаимодействие. Никто не может обязать вас работать 24 часа в сутки, все должно быть в рамках трудового законодательства в разумных пределах. Организация трудовой деятельности также описана, то есть работодатель обязан вас обеспечить нормальным местом работы. То есть дистанционная работа подразумевает, что вы пользуетесь компьютером, иной техникой. С согласия работодателя вы можете пользоваться своей техникой, или работодатель обязан предоставить вам необходимые средства коммуникации для того, чтобы вы исполняли свои обязанности надлежащим образом. Охрана. Да. Самое главное, что тот факт, что вас перевели на дистанционную работу, никак не отменяет, что на вас распространяются требования охраны труда. То есть обязательно вы должны работать в безопасных условиях. Но есть один момент, который нужно учитывать. Прекращение должностных обязанностей, то есть в связи с расторжением договора. Сейчас это предусмотрено статьей 77 Трудового кодекса, и в данном случае у нас уже появилась практика, что если в течение 48 часов работник не выходит на связь, не предоставляет обоснования уважительности причины отсутствия коммуникации, да, что вдруг неожиданно упал интернет, или вы серьезно заболели, не можете выйти на связь, если не предоставлять, то работодатель имеет право расторгнуть с вами договор. Поэтому внимательно знакомимся с трудовым законодательством. Ваши права очень теперь защищены, уважаемые работники дистанционного труда. Ну и, конечно, не пугаемся. Теперь это просто реалии. Мы теперь можем работать удаленно даже в центральных городах. Хорошего всем дня! Но онлайн можно не только работать, но и овладевать языками. В IT-парке начали разработку игрового приложения по изучению якутского языка. Познакомимся с авторами этого социального проекта и узнаем, как идет работа над игровым мобильным приложением. А на днях стартует краудфандинговая кампания по сбору средств на первый этап разработки. И, кстати, на этой неделе в республике как раз-таки начинается декада, посвященная Дню родного языка. И этот проект станет настоящим подарком для тех, кто хочет говорить свободно на якутском языке. 1, 2, 3, Ç. Bastakı Prezicemit Mustafa Kemal Atatürk Tıhınça 923 yılga İstoriya kabillerin kurduk. Türkçe Respublikatın Törüt-Tavite. В столице Турции, Анкаре, теплым февральским днем звучит якутская речь. Турок Умид Шахин поздравляет всех якутян с Днем родного языка. Для Умида якутский уже родной. В далеком 2014 году Умид решил изучить один из самых сложных тюркских языков. Переехал из родного города Мугла в Анкару и устроился на работу в университет в качестве аспиранта на кафедру северных тюркских языков. Признается, изучал язык в библиотеке по старым книгам, но однажды решился и приехал в Якутию.
bu doydular kelbitim olorbutum 4 yıl bolla. Ardıgar sonra borem yere sakam siriger bisizlik doğutlarımın kıtta, jomun kıtta, kepse tercih bit bassap nöngöy da bollar, internet sitimin nöngöy da bollar. Sayın laha keli yakın bagarabın toba diyeter, saman sayının körü yakın bagarabın, ol gün kirbet, ürün tümlerin körü yakın bagarabın, tırağa taksan ot kemin, otottuğur kemin körü yakın bagarabın, ıhak kasılcılık kihe diye kabar, saha ahın öğrün emye, oluhun diyen ahınlım diye kasöp. Полгода он изучал культуру, быт, а главное язык, с полным погружением. Ездил в отдаленные улусы, изучал диалекты, анализировал язык и на днях защитил диссертацию на идеальном якутском. Bihigi Irak'tағы sağana 19 suyatağı sakıtılık artılı bastanmıt kineygeleri ırıtan kördü büt. Süyüs sıl ustata tılba sülete bara turbut. Saham jonugar pravasılar neytegeli targatarı otuttan taksa duo, biyehontan taksa duo pravasılarla itegel kinigelerin, sürün kinigelerin, onun atın kinigeleri sakıtılık artılı bastanmıtlar. Süyüs sıllah üle surugun biçigin, tıl bayın, tıl tutulun, kördörör материалы tümügü, taharar материалы эреталлыбыт. Исследователи прогнозируют, к 2050 году произойдет заметное замещение якутского языка русским, и лишь малая доля детей, родившихся через 20 лет, сможет общаться по-якутски. А для последующего поколения язык саха превратится в своеобразную музейную культуру. ЮНЕСКО делит исчезающие языки России на 4 группы по степени угрозы вымирания. Жизнеспособность языков оценивается по 9 критериям, в том числе по числу носителей, передаче языка из поколения в поколение, доступности учебных материалов и отношению к языку внутри общества. К уязвимым относятся, на которых говорят дети, но его употребление может ограничиваться лишь одним пространством. Например, дети говорят на родном языке только дома. В их число входят 20 языков. Это абхазский, аварский, белорусский, тувинский, чеченский и, к сожалению, наш якутский язык. Якутский язык может исчезнуть, начать исчезать где-то через 10-15 лет. Лилия Газизова и Нургун Бечеген – молодые резиденты IT-парка. Вот уже более полугода работают над приложением, которое в игровой форме поможет взрослым и детям изучить якутский язык. Лилия признается, идея пришла во время экскурсии, которую она проводила для посетителей IT-парка. Мы начали углубляться в исследования, изучать, смотреть, как сейчас обстоят дела, как происходит обучение в школах, как со средой, как в деревнях, как в городах, какая ситуация в городах с языком. Так мечта превратилась в дело, и началась большая кропотливая работа по созданию нового мобильного приложения для взрослых и детей. Учителя-методисты, лингвисты, художники-аниматоры разработали целую методику по изучению языка для начинающих, которые хотят изучить якутский язык с нуля. Второй уровень предназначен для тех, кто хочет улучшить свою речь, а третий этап разработан для детей с 2 до 7 лет. Нам не хватало методической базы, и первое, что мы начали делать, это искать методологов, ну, то есть учителей. И тут нам помогла ассоциация учителей якутского языка. Через них мы нашли Марианну Макаровну. Вот, она также подтянула тоже своих коллег. В итоге у нас 3 учителя занимались подготовкой, разработкой специальной методики, которая специально сделана для онлайн-формата, для формата мобильного телефона. Проект полностью социальный. Авторы уверены, приложение не должно быть платным, потому что возможность изучать язык должна быть у каждого. Язык упрощается, то есть мы в своей якутской речи перестали употреблять красивые метафоры, эпитеты. Марьяна Федорова – автор учебных пособий по якутскому языку. Одна из тех, кто поддержала социальный проект. Уверена, к 30 году утрата языка станет заметным явлением. Существует значительный риск вытеснения якутского языка как языка повседневного общения. В каждом последующем поколении саха родной язык используют в повседневной жизни лишь 10-20%. Сахалы, говорю, полурусские, полуякутские слова – главный бич якутского языка. Одна из причин, отмечает эксперт, в учебно-образовательном процессе. Сейчас в школах на изучение якутского языка выделяют всего 2 часа, и уже не во всех школах преподают предмет о культуре народов Якутии. Мы не должны забывать свои корни. Якуты, они билингвалы. Наша изюминка в том,
что мы свободно говорим на государственных языках Республики Саха-Якутия. Мы хорошо говорим на русском языке и должны также хорошо говорить на родном якутском языке. Эксперты отмечают, любой язык можно выучить, если есть доступная информация. Можно сколько угодно говорить о важности знания и обучения, но если нет доступных курсов, приложений в интернете и в продаже нет даже элементарных учебных пособий, выучить язык достаточно проблематично. Если я не знаю значения какого-то слова, у меня должна быть возможность найти это слово в словаре. Например, на английском языке или на русском языке. Я же достану свой телефон, зайду в интернет, найду значение этого слова и дальше с вами продолжу разговор. Якутский язык должен быть таким. Якутский язык, он должен быть доступным. Умид Шахид – наглядный пример для тех, кто давно перестал говорить на своем родном якутском языке. Турок с ностальгией вспоминает Якутию. Признается, очень скучает по строганине якутской кухни. Но особенно по тем, кто помогал изучать язык. И желает, пусть наш якутский язык никогда не исчезнет. И пишет: «Сахам тылын таптыбын». Ирина Григорьева, Георгий Григорьев, Якутск. Сегодня день дарения книг. Ежегодно в этот день библиотеки участвуют в общероссийской акции «Дарите книги с любовью». К этой акции присоединилась смарт-библиотека города Якутска. Любой желающий может принести книги в библиотеку и таким образом пополнить ее фонд. О том, как это сделать и какие книги наиболее актуальны, нам расскажет наш утренний гость. Доброе утро. Татьяна Романова, главный библиотекарь смарт-библиотеки. Доброе утро. Доброе. Расскажите, пожалуйста, вот про эту акцию. Так, ну, эта акция у нас очень хорошая акция. Вообще по нашей библиотечной системе она проводится 6-й год. А конкретно в нашей библиотеке она вот со дня открытия, с 2020 года идет уже 3-я акция у нас. Очень замечательная. Мы принимаем в дар не только от наших читателей, а также с любого желающего, да, книги в дар для библиотеки. Каждый год очень интересно то, что тема меняется. В этом году мы собираем книги специально для детей и подростков. Такую вот, можно сказать, самую интересную, актуальную, да. Ну и любые другие то есть книги. Вы акцию решили на подгруппы, да, вот так разделить? Это не мы, это вот получается тематика всероссийской акции нашей, которая в России, кажется, идет 8-й год. И вот в этом году решили сделать такую тематику, собрать для детей интересную вот книжную подборку. А как-то книги специально перед тем, как вам его принести, нужно ли ее готовить? Особо сильно нет. Главное, чтобы ее обеспылить сухой тряпочкой, да, аккуратно сложить в коробочку, чтобы книги не помялись. Ну, а также советуем нашим читателям проверить содержание книги. Да, пролистать. Бывало такое, что читатель принесет книгу даже ту, которую одолжит в библиотеке, а там, да, заначки, интересные закладочки, фантики. Ну, вот рекомендуем проверить, красиво сложить и принести в библиотеку. То есть вы определенные книги собираете, да? Ну, в этом году, да, всероссийская акция получается по определенной тематике, а вообще библиотека принимает любые книги. То есть можно любые принести? Да, любые в рамках книги. этой акции? Тоже. Да, в рамках этой акции тоже. А кроме вот этой акции, вообще как библиотечный фонд пополняется? Из каких еще источников? Ну, помимо, да, книг в дар, которые приносят наши читатели, мы ежегодно вот закупаем книги по тендеру. Закупаемся вот в нашем книжном маркете, в больших российских изданиях и так далее, издательствах и так далее. А какие книги чаще приносят к вам в библиотеку? Но чаще приносят художественную литературу. Это в основном детективы. Наверное, было модно когда-то читать Чейза, да, зарубежных детективных авторов. Так, приносят еще что? Очень много приносят якутские книги. Особенно юбилейные книги, посвященные республике, альбомные какие-то там издания. Ну и также детские книги. Детки выросли, стали студентами. Вот, чтобы книжка так просто не лежала на балконе или там где-нибудь на даче, они приносят к нам в библиотеку. А бывает ли такое, что у вас, например, в фонде уже, например, 15 таких книг, вот таких же, да, и вам еще приносят? Что вы в этом случае делаете? Ничего страшного. Забираете? Да, мы забираем. А в период пандемии сейчас книги у нас помещаются специально в отдельный кабинет на карантинную зону, в карантин. И по истечении 5-7 дней мы начинаем уже отбор
То есть сортируем, нужна такая книга или нет, смотрим на наличие вот целостности и так далее, да. И потом после отбора мы как бы передаем дальше книгу в книгохранилище, и там они тоже отдельно отбирают, смотрят, и уже вот дублетные книги, они продолжают свой путь уже в другие филиалы. А было ли такое, что вам приносили какой-то исключительно редкий материал? Ой, я на своей памяти, к сожалению, не помню, но да, дарили вот такие вот и особо ценные свои коллекции, приносили в дар с подписью, что именно вот к этой библиотеке дарю свою коллекцию на сохранение. Да, есть. Ну, какие книги приносят, мы уже выяснили, а какие книги приходят и берут? Какие у нас читатели нынче? Так, если описать портрет сейчас современного читателя, да, то читатель молодой, читатель уже знает, что он хочет, да, читает уже определенную литературу. Если раньше модно было читать чисто любую мотивацию, то сейчас он знает, что сейчас конкретно хочет, да, и берет и психологию, как бы, да, для себя, для своего саморазвития, здоровья и так далее. Как стать успешным, да, да? Сейчас, да, немножко, больше берут как-то про психологию уже, про свое психическое. Люди стали думать о своем ментальном, психическом здоровье, и чтобы быть сейчас спокойным, стабильным, они берут психологию, и, конечно, не забывают художественную литературу уже для себя и для души. Большое вам спасибо, и, конечно же, успешной вам акции и пополнения ваших книжных фондов. Спасибо большое, вам тоже всего самого наилучшего и удачи. Спасибо. Ну а мы, в свою очередь, прерываемся на короткую паузу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Мы рады приветствовать вас на каналах Якутия-24 НВК Саха. Это «Утро Якутии». Ну и далее у нас очередная подборка новостей с нашим новостным обозревателем Валерией Наумовой. Вы смотрите новости. Доброе утро. Намский Улус участвует в проекте «1000 дворов» на Дальнем Востоке. В программу вошли 4 населенных пункта. Так, в селе Апаны благоустроит озеро Мавра. Местное население активно участвовало в выборе проекта. Здесь появится современная площадка, тротуарные дорожки, освещение, лодочная станция, а также летние и зимние аттракционы. Стоимость проекта составит более 20 миллионов рублей. Часть необходимой суммы будет выделена в рамках реализации другой программы под названием «Комфортная городская среда». Проект очень такой современный, обширный. Там есть и воркаут, там есть роллердром, там есть современные такие детские игровые оборудования. Так что к осени здесь будет очень такое уже новое место. В Накыне вахтовые работники заселились в новое общежитие. В нем есть система теплый пол, датчики экономии электроэнергии, душевая, новая мебель и бытовая техника. Сотрудникам вахтового поселка условия понравились. Евгения Федотова – одна из первых, кто попросил руководство о переселении в новый корпус. На строительство и обустройство общежития «Алроса» предусмотрела 215 миллионов рублей. Дом рассчитан на заселение 120 мест. У нас на каждом этаже находится по 16 секций. В каждой секции у нас по 2 комнаты. Общее количество комнат 64. На данный момент мы уже полностью провели заселение данного нового общежития. У нас в первую очередь заехала сюда все технологии. Это фабрика 16, ЦСО энергетики, непосредственно карьер. Поэтому всех ребят поздравляю с новосельем. Расселят работников, учитывая их производственные направления. Во время опроса «Голос Алроса» выяснилось, что некоторые, приходя с ночной смены, не могли полноценно отдохнуть. Соседи активничали. Так что теперь в одной секции будут жить коллеги, работающие в одно время. Ну вот, праздники закончились, но только не у нас, работников Нюрбинской площадки. Я на вахте работаю 18 лет, и мы празднуем новоселье. Нас заселили в новое общежитие. На этом все. Хорошего дня. Ну что, друзья, продолжаем наш эфир. Потрясающая дата сегодня. 14 февраля, День всех влюбленных. И несмотря на то, что понедельник, с утра уже какое-то такое настроение с легкой эйфорией, где-то там душа трепещет, особенно если ты стараешься сделать подарок своему родному или близкому человеку.
Да, но на самом деле я вот как бы по своему опыту помню, что больше всего воспоминаний с Днем Святого Валентина это было из школы и из студенческих времен. А И то потому, что тебе валентинки не дарили. Возможно, да. Ну, а как-то сейчас уже такое более, как-то все-таки, такие обычные. Это лишняя трата денег. Да-да, это тебе подарок на 14 февраля и на 8 марта. Да, сразу. Два в одном. Ну, февраль вообще прекрасный месяц, тем более, что у нас замечательные праздники, да и вообще заканчивается уже зима. Друзья, двигаемся далее. И у нас, кстати, нововведение. У нас появилась новая рубрика, которая посвящена культурной жизни нашей Якутии. А Захар Никитин расскажет нам, что интересного нас будет ждать. С добрым утром, уважаемые зрители! Разрешите представить новую рубрику «Культурные новости». С нами вы будете в курсе событий культурной жизни нашей республики. С 1 марта по Пушкинской карте можно будет посещать и кинотеатры. С сентября прошлого года в республике оформлено более 18 тысяч пушкинских карт. По ним можно было приобрести билеты в 20 учреждений культуры, в том числе Русский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина, Саха-театр имени Платона Алексеевича Аюнского, Театр оперы и балета имени Соруна Моллона, Театр юного зрителя, филармонию, Национальный художественный музей, музейный комплекс «Моя история» и другие. 13 февраля республика отмечала День родного языка и письменности. В честь этого события 12 февраля состоялась традиционная просветительская акция «Сахалы диктант». В связи с эпидемиологической ситуацией диктант проходил в формате онлайн. Чтение текста диктанта транслировалось Национальной библиотекой в прямом эфире на площадках Zoom и YouTube. Участие на площадке Zoom было строго по записи. Смотря трансляцию в YouTube, каждый желающий мог написать диктант дома и проверить свои знания якутского языка самостоятельно. С 1 февраля фонд Аяркут запустил уникальную онлайн-платформу «Голоса Земли». Она познакомит вас с многообразием современного искусства Якутии. Вы можете послушать треки российских музыкантов, интерпретующих якутское музыкальное наследие и культуру Олонхо, посмотреть подкасты от культуры Якутии и записи спектаклей Саха академического театра и учебного театра Арктического государственного института культуры и искусств. Также на сайте «Голоса Земли» есть кинофильмы и видеоарт о жизни коренных народов мира. Несмотря на пандемию, посещаемость учреждений культуры в 2021 году оказалась выше ожидаемой. Это следует из отчета Министерства культуры и духовного развития нашей республики за прошлый год. Всего в прошлом году в Якутии было 16 миллионов посещений культурных мероприятий при запланированных 12 миллионах. В том числе почти 3 миллиона посещений были проведены в режиме онлайн. Якутяне оказались самыми активными зрителями мероприятий культуры в режиме онлайн среди всех регионов Дальнего Востока. Желаю вам плодотворной рабочей недели. Следите за новостями культуры, не пропустите все самое интересное. Доброе утро всем. Полина, ты веришь в гороскопы? Ну, ты похожа на человека, который верит в гороскопы. Не сказать, что я верю прям безоговорочно, я скорее к нему прислушиваюсь. Для того, чтобы... я все-таки верю в то, что я сама свою жизнь своими поступками формирую. Но если что-то есть, если все-таки звезды сказали, то кто я такая, чтобы с ними спорить? Ну, действительно, я тоже, когда слушаю гороскоп, если там что-то интересное, что-то... Деньги, богатство, да, слава. то я говорю, ох ты, как здорово. Если что-то такое немножко негативное, то я это все глупости, пропускаю мимо ушей. Но, друзья, мы как бы не даем вам такой совет, но, тем не менее, давайте посмотрим наш астрологический прогноз и узнаем, что готовят звезды на этой неделе. Овен. В этот период вы можете получить ответ на важный вопрос. Во второй половине недели на первое место выйдет личная жизнь. Обстановка в семье может слегка накалиться. Уделяйте больше спокойствия и внимания партнеру. В выходные будет полезно начать то, что вы долго откладывали. Телец. Близкие люди окажут содействие в решении ваших вопросов или удивят приятным сюрпризом. В середине недели у тельцов, не имеющих второй половинки, может состояться значимая встреча. Ближе к выходным будьте внимательны к своему питанию. Близнецы.
Энергии у представителей знака на этой неделе будет хоть отбавляй, но имеется риск направить ее в неправильное русло. Чаще советуйтесь с теми, кто знает толк в жизни, особенно в амурных делах. В конце этой недели будет полезно свести к минимуму любые контакты. Рак. Гороскоп советует на этой неделе мыслить шире привычных шаблонов. Даже если одна из идей слегка утопична, не спешите окончательно отказываться от нее. В середине недели на первое место выйдут личные отношения. Могут обнажиться недоговоренности и размолвки. Лев. Перед вами появится несколько неотложных задач. Решая их, опирайтесь и на опыт, и на интуицию. К концу недели самое время задать жизненно важный вопрос, попросить чьей-то протекции или напомнить о себе должнику. Астрологический прогноз на выходные подразумевает романтику. Дева. Представители знака будут подсознательно чувствовать тревогу от общения с кем-то из новых соседей или друзей. Лучше не форсировать события на пути сближения с этим человеком. Спешить не нужно и в домашних делах. На этой неделе не исключены бытовые травмы и ушибы. Весы. На этой неделе, скорее всего, не избежать недомолвок и сплетен. Постарайтесь не привлекать к себе слишком много внимания. Но неделя в целом благоприятна для старта новых идей. Тех, которыми можете заниматься и без союзников. Скорпион. Начало недели для скорпионов начнется с необычного предложения. Не торопитесь его отвергать. В середине недели у вас возрастет творческая составляющая жизни. Смело беритесь за пробу пера в любом интересном для вас направлении. Стрелец. На этой неделе у вас почти не останется времени на отдых. Особенно продуктивно будут удаваться переговоры и обсуждения. Настойчивее боритесь за свои права. Во второй половине недели гороскоп советует не вмешиваться в происходящие события. Козерог. Гороскоп советует прислушаться к пожеланиям своего ближайшего круга общения. Успех во многом будет зависеть от установленных между вами договоренностей. Не следует забывать и о повседневных делах. Выходные будет хорошо посвятить членам семьи или любимому человеку. Водолей. Спокойный и гармоничный период его желательно посвятить активному продвижению своих природных талантов. Если на повестке дня вопросы, связанные с имуществом, наследством или недвижимостью, следует воспользоваться советом эксперта. Импульсивные решения могут быть опасны. Рыбы. Вам на этой неделе удастся разобраться в одной из самых запутанных ситуаций. В начале недели может проявиться легкая грусть. Личные отношения на протяжении недели будут развиваться своим чередом. Ну, судя по этому гороскопу, неделя обещает быть очень такой стабильной у многих знаков зодиака, практически у всех. И это не может не радовать, особенно это же мы даем настрой на целую неделю. Ну, я думаю, неделя, которая начинается с Дня Святого Валентина, она не может быть какой-то обыденной, да, то есть в любом случае такая дата, которая открывает рабочую неделю, то есть неделя должна быть достаточно хорошая и интересная. Да, и самое приятное, это, конечно же, поздравлять своих родных и любимых. А если это делать еще и в прямом эфире, то это наиболее приятно. И у нас уже есть первые сообщения. От всей души поздравляю своего любимого мужа Романа с Днем всех влюбленных. Мы тебя любим. Жена Екатерина, дочь Даша. Так приятно. Да, замечательно. Ну, мы, конечно, тоже присоединяемся к поздравлениям. И, друзья, не забывайте сегодня поздравить своих половинок, либо, если у вас есть какое-то тайное, как сказать... Послание? Да, послание, то напишите Валентинку, не стесняйтесь, да, устройте сюрприз друг другу. То есть сделайте нашу жизнь гораздо интереснее. Да, и не забывайте про пару, о которой мы рассказывали. Что любовь сегодня, знает да. возраста и срока годности. Друзья, любите друг друга, дарите любовь своим родным и близким, любите своих детей, своих родственников, коллег своих и вообще любите эту жизнь. А мы желаем вам хорошего настроения, доброго утра на всю эту неделю. Попрощаемся мы с вами сегодня, но завтра снова встретимся. Да, ну и, конечно, не забывайте, что вы можете принимать участие в наших передачах также. Отправляйте ваши предложения, интересные темы для сюжетов на наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Также не забывайте наш Instagram-аккаунт. Ну и если вдруг оставляйте там сердечки в День Валентина. Да, обязательно. Ну и не забывайте также про наш YouTube-канал, где вы всегда можете посмотреть повторы наших передач. До новых встреч и всех с Днем всех влюбленных.